День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Переправа Якутск-Нижний Бестях завершила работу. Теперь транспортную связь между левым и правым берегами Лены обеспечивает суда на воздушной подушке. В Якутске завершился 10-й съезд Совета муниципальных образований республики. Юбилейный конгресс собрал более 500 делегатов со всех районов. Случай, который уже называют чудом медицины. Якутские врачи оживили пациента после 5 часов клинической смерти. Выбор имеет значение. На следующей неделе стартует всероссийское голосование за лучшие проекты благоустройства. В этом году от республики участвует больше 70 объектов. ДНК клинка. Именно под таким названием в Национальном художественном музее Якутии открылась выставка, представляющая нож как емкий образ, объединяющий технологии, культуру и авторскую идею в одном изделии. 27 апреля, в День Республики, состоится прямая линия с главой региона Айсеном Николаевым. Трансляция начнется в 19:00 по якутскому времени. Николаев ответит на вопросы жителей, обсудит актуальные темы и стратегические направления развития региона. Эфир будет доступен на телеканалах НВК «Саха», «Якутия-24», «Россия-24», а также на радиостанциях и в социальных сетях главы. Вопросы можно задать заранее по номеру телефона 8 41 12 506 006 или же через чат-бот ЦУР Якутии в МАКСе. Накануне закрылась ледовая переправа Хатасы-Павловск. Движение на всех видах транспорта полностью остановлено, а выход на лед засыпан и заблокирован. Подробнее о закрытии переправ расскажет Диана Антонова. С весенним оттаиванием грунта на подходах к Зимнику образуется высокая колейность, а на протяженности всей ледовой трассы образуются широкие лужи. В связи с этим сотрудники МЧС закрывают непригодную для эксплуатации дорогу, и с закрытием переправы Хатасы-Павловск движение по всем ледовым переправам в центральной части Якутии закрывается полностью. Еще с первых дней, когда началось потепление погоды, сотрудники ГИМС ежедневно следят за состоянием льда. Ну а сегодня инспекторы информируют последние потоки водителей о скором закрытии автозимника. Ездить на переправе сейчас становится с каждым днем все небезопасно. В связи с этим, с погодными условиями и со состоянием дорожного покрытия, состоянием льда, переправа закрывается. Подходы к переправе их развезло, получается, там грязь, маленькие машины уже не проезжают. Все знаки будут убраны, и, получается, заезд к переправе самой будет засыпан, чтобы машины не проезжали. Сотрудники ГИМС также ведут совместную работу с административными комиссиями, правоохранительными органами и муниципальными образованиями. Проводятся профилактические мероприятия и активное информирование населения. За нарушение установленного запрета водители несут административную ответственность. Согласно КАП Республики, за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. В арктической зоне республики некоторые маршруты еще действуют, но с ограничениями по грузоподъемности. Чтобы население могло безопасно пересечь реку, властями организованы другие пути перевозки. Между Якутском и Заречной группой улусов будут курсировать суда на воздушной подушке. Диана Антонова, Станислав Потапов, Хатасы. Завершила свою работу и переправа Якутск-Нижний Бестях. Теперь транспортную связь между левым и правым берегами Лены обеспечивает суда на воздушной подушке. В столице Хивусы отправляются со станции Намыв в 204-м микрорайоне. После закрытия переправы Павловск-Хатасы подушки начали курсировать и там. Стоимость поездки осталась такой же, как и в прошлом году, однако в период ледохода, когда в дело вступят уже аэроботы, цены могут колебаться.
Ну, как показывает практика прошлых годов, перевозчики вынуждены увеличивать на короткий момент, буквально на пару дней, когда идет активный шугоход, они увеличивают тарифы, но это устанавливает сам перевозчик. Но связано это, конечно же, с дополнительными колоссальными затратами, с пересадками на аэроботы класса «Тайфун». Ровно 2 года назад в Якутии открыли филиал Центра «Воин». Цифра только поначалу может показаться незначительной. За это время инструкторы и дети рука об руку прошли большой путь. Об успехах центра расскажем в следующем сюжете. Даже в день рождения якутский филиал Центра «Воин» не сидит без дела, а занимается своей главной миссией – просвещением молодежи. В одном месте любой школьник и студент мог изучить азы военно-спортивной подготовки. Вот стрелял на винтовке, набил рекорд 96 очков. Еще автомат очень хороший, магазин хороший и дрон. Очень сложно, оказывается. Я вообще не знал. Тяжело в учении, легко в бою. На своем опыте это знает каждый из почти 500 курсантов, который выпустил Центр «Воин» за 2 года работы. Теперь ребята, владеющие основами военно-прикладного дела, не сомневаются, что в нужный момент они смогут прийти на помощь. Навыки тактической медицины мне, конечно, дают больше уверенности. Например, если я столкнусь с человеком, который лежит, плохо себя чувствует, я не буду переживать и знаю, как действовать в таких ситуациях. Но практические навыки – это только полдела. Куда важнее вырастить сознательных граждан, для которых патриотизм и верность отчизне не просто слова, а жизненный ориентир. Мы уже идем в правильном пути. Дети уже желающих учиться и быть патриотом нашей Родины очень много. Поэтому этот Центр «Воин» должен сильно развиваться. И мы должны конкретно воспитать новое поколение патриотов нашей Родины. Как и цель, стоящая перед центром, план на будущее грандиозный. Сейчас якутский филиал готовится к открытию собственного здания на Табагинском мысе. Там дети смогут круглый год заниматься полезным и для себя, и для страны делом. Ржана Гармаева, Иван Сорокаумов, Якутск. Якутия продолжает работу по поддержке участников СВО в зоне боевых действий. В республике идет работа по дополнительному обеспечению оснащением и снаряжением бойцов. В преддверии 9 мая отправлены 6 тысяч продуктовых наборов для бойцов якутян. В настоящее время территориальные опорные пункты отрабатывают поступающие заявки от воинских частей, осуществляют передачу ранее доставленных технических средств и оборудования двойного назначения, необходимого для решения боевых задач, поставленных военным командованием. Также ведется и работа по передаче доставленной гуманитарной помощи, адресных посылок и техники бойцам, переданных организациями и предприятиями региона. На этой неделе в зону специальной военной операции направлены 6 тысяч единиц традиционных продуктовых наборов для бойцов из Якутии к 9 мая. Также отправлены 3 единицы автотехники. Республикой продолжается на постоянной основе сбор и доставка гуманитарной помощи от предприятий, организаций и жителей республики. Случай, который уже называют чудом медицины. Якутские врачи оживили пациента после 5 часов клинической смерти. Заснувшего на улице в 20-градусный мороз вернули к жизни благодаря уникальной методике. Все подробности в сюжете далее. В конце марта мужчина из Мирного возвращался домой после застолья, но не дошел. Сел на скамейку и уснул на морозе. Когда его обнаружили прохожие, признаков жизни уже не было. Бригада скорой помощи зафиксировала клиническую смерть. Отсутствовали пульс, дыхание и давление. На кардиограмме прямая линия. По приезде скорой помощи было обнаружено, что пациента еще есть... смерть еще не наступила, биологическая, и имеется единичное дыхательное движение и очень редкий пульс. Поэтому пациент был доставлен в Мирнинскую центральную районную больницу экстренно, госпитализирован, сразу же поднят в реанимационное отделение, начаты мероприятия
по активному согреванию. Руководил этой операцией врач-анестезиолог, реаниматолог Дмитрий Босиков. Вот он на кадрах спасает жизни других пациентов. Ранее он занимал должность главного внештатного специалиста Минздрава Якутии по скорой медицинской помощи и внедрял методику размораживания при клинической смерти от переохлаждения. В условиях стационара это вот такой первый случай, потому что я как бывший работник скорой помощи, основная моя трудовая деятельность была на скорой помощи в выездной бригаде реанимации, интенсивной терапии. Поэтому мы всегда работали на этапе скорой помощи. Да? То есть это вне стационара, это где-то на улице в лучшем случае, или это какое-то там ангарное помещение. Вот. В условиях стационара я проводил такую реанимацию впервые. Суть методики заключается в следующем. Температура тела пациента на старте около 24 градусов. Организм согревают постепенно, без резких перепадов. В течение нескольких часов температуру повышают до примерно 34 градусов. Врачи при этом постоянно контролируют работу сердца, дыхания и сосудов. Это необходимо, чтобы избежать повреждения органов при резком нагреве. Только после стабилизации состояния начинается сердечно-легочная реанимация. Этот метод Дмитрий Босиков освоил еще в студенческие годы у своего преподавателя, профессора Рево Алексеева. На своем веку он избавил сотни пациентов от смерти и ампутации конечностей. Своего студента вспоминает с теплотой и признается, метод архисложный и требует соблюдения множества нюансов. Он у нас учился, мои лекции слушал. Он реаниматор, он проходит интернатуры и вся это, они у нас же бывает. Чтобы изнутри разогревать, что надо, чтобы наружу отогрева не было. Если вот в комнате разогреваем, наружная поверхность будет отогреваться быстрее. Получилось, что минус на минус дал плюс, причем в буквальном смысле. На морозе из-за переохлаждения сердце остановилось, однако низкие температуры замедлили обмен веществ в организме, защитив клетки мозга и других органов от гибели. Пациент все это время находился на искусственной вентиляции легких, конечно же, и далее уже после того, как пациент был выведен из искусственной комы, пациент был в сознании у нас. Жизнь пациента удалось вернуть спустя 5 часов и 34 минуты после остановки сердца. Самый главный вопрос – последствия. Однако все жизненно важные функции были сохранены. Уже через 5 дней после лечения в стационаре пациента отпустили домой. Ну а сам случай в Мирном стал ярким примером того, что бывает, когда помощь приходит вовремя. Петр Васильев, Анна Васильева, Якутск, Мирный. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Якутске завершился 10-й съезд Совета муниципальных образований региона. Юбилейный конгресс собрал более 500 делегатов со всех районов. Вопросы, поднятые во время съезда, затронули все сферы жизни. Про подробности в сюжете далее. Сегодня мы подводим итоги 3 лет деятельности Совета муниципальных образований Республики Саха-Якутия, Ассоциации межмуниципального сотрудничества. За 3 года было сделано многое. Проделана работа в части усовершенствования законодательства. Ее итоги легли в основу закона о местном самоуправлении. Участниками Совета муниципальных образований решались вопросы всех секторов экономики. Основной интерес был направлен для решения вопросов сельского хозяйства. Очень много участников было. Были вопросы по актуальным проблемам муниципальных образований, также по социально-экономическому развитию районов вопросов было много. Ну и, конечно, основной, вопрос был направлен для оказания помощи проведению специальной военной операции, чтобы победа как можно быстрее наступила.
Во время съезда глава Якутии провел собрание с главами районов, в ходе которого обсудил подготовку к паводковому периоду и пожароопасному сезону 2026 года. Во время весеннего половодья планируется задействовать более 17 тысяч человек и свыше 3000 единиц техники, а также авиацию и плавсредства. По прогнозам, под угрозой подтопления находится более 120 населенных пунктов в 26 районах республики. Повесткой совещания также стали изменения в федеральный закон об организации местного самоуправления. Важнейшим вопросом реализации реформы является вопрос перераспределения полномочий. Понятно, что сейчас закон федеральный продлил до 2028 года возможность перераспределения. Вместе с тем, я считаю, что правительству республики, вместе с парламентом республики, вместе с органами местного самоуправления, при самом активном участии Совета муниципальных образований необходимо провести серьезнейшую работу над республиканским законом, который как раз четко распределит все полномочия. Правительство Якутии уделяет большое внимание развитию арктических регионов. Об этом не раз заявлялось на съезде органов самоуправления. Оказывается поддержка в реализации социально значимых проектов. Сейчас те документы, которые принимаются на уровне Российской Федерации, агломерация Тикси-Найба, морской порт Найба, морской порт Тикси, мастер-план Тикси-Найба, вот это все придаст очень большой импульс. Вот наша задача включиться в реализацию этих проектов. Все наши насущные, да, казалось бы, такие мелкие проблемы, там как баня, отопление, ЖКХ, они внимательно всеми выслушиваются, изучаются и принимаются соответствующие меры и даются поручения. За 20-летие работы Совета муниципальных образований была проделана работа по сплочению всех 445 поселений Якутии. Объединение выступает площадкой для открытого диалога и обмена действующими практиками. Раника Таверская, Станислав Потапов, Якутск. Завершилась итоговая защита проектов программы «Муравьев-Амурский-2030». В течение дня экспертами из числа Минвостокразвития страны, губернаторов регионов Дальнего Востока и представителей вузов было рассмотрено 58 работ по 8 тематическим группам. Программа реализуется, напомню, с 2022 года для подготовки кадров для госслужбы и институтов развития Дальнего Востока и Арктики. Обучение длится в течение 1 года по 9 модулям. Это и стажировки на всех уровнях власти, и разработки прикладных проектов, и погружение в историю и культуру регионов, в котором в будущем они будут работать. Многомиллиардный объект. Исходя из этого, тот пункт компетенции должен вопрос. Из 149 выпускников порядка 100 уже трудоустроены, работают на благо Дальнего Востока. И вот начиная с 4-го потока ребята также будут трудоустраиваться на территории арктической зоны Российской Федерации. Нынешний поток на самом деле очень сильный, и это не только мое мнение, это мнение наших наставников. Сегодня тоже их спрашивали, как они считают, как ребята подошли к своим проектным темам, насколько они проработаны. То есть в целом этот поток очень сильный, и надеюсь, что их ждут великие дела на благо развития Дальнего Востока и Арктики. «Мой дом, моя крепость и моя тюрьма». С такими словами Таира Дмитриева обратилась к своим подписчикам в социальной сети. Девушка страдает мозжечковой атаксией из-за болезни. В прошлом году она потеряла способность самостоятельно ходить, а вместе с этим и возможность выйти за порог собственной квартиры. В проблеме разбиралась наш корреспондент Сырглана Неустроева. В Якутии насчитывается свыше 60 тысяч инвалидов первой, второй и третьей группы, в том числе и дети. Но где все эти люди на улице? Ведь мы практически не сталкиваемся с ними в повседневной жизни. Все очень просто. Они заложники собственных квартир. Как, например, Таира Дмитриева. С детства она страдает мозжечковой атаксией. Это, как ясно из названия, поражение мозжечка. 5 лет назад, после перенесенного ковида, болезнь стала прогрессировать. А год назад Таира перестала ходить. Я уже не могу говорить и ходить. Это самые главные проблемы. Вот мне помогает социальный работник, который приходит 2 раза в неделю и помогает решать такие бытовые вопросы.
Но даже соцработникам выйти из дома не получается, ведь специалисту нужно убраться и выполнить другую бытовую работу всего за час. Больше нельзя по закону. Само собой, выйти самостоятельно девушка не может. Даже этот порог для Таиры становится непреодолимой преградой, не говоря уже о том, что этот подъемник выполняет исключительно декоративную функцию. Он не работает. В любом случае на коляске далеко не уедешь, да хотя бы за пределы двора, ведь дальше больного ожидает недоступная среда. Весь город для колясочников сплошная полоса препятствий. Пандусы встречаются редко, тротуары не оборудованы, как дороги. По мнению эксперта Ирины Алексеевой, единственным удачным проектом благоустройства в Якутске сегодня можно назвать только проспект Ленина. Здесь много на самом деле того, что на проспекте Ленина показано. Даже устройство тротуаров, оно принципиально иное, чем на обычных дорогах. Там же делают буквально там метр, полтора, ну 2, может быть, метра. А здесь даже граница отвода земельного участка до улично-дорожную сеть мы тогда приняли прямо по границе застройки. И таким образом все отработали. И озеленение, и велосипедки у нас появились, и тротуары появились, то есть расширенные, да, пешеходные части. И этот опыт можно повторить даже за меньшие суммы строительства, считает Алексеева. Просто необходимо прорабатывать проекты с учетом всех требований. А для этого нужно время, которого, как правило, нет. У нас был Центр компетенции по вопросам городской среды создан специально. И мы очень много методических пособий сделали. Очень много рекомендаций делали для органов власти, которые работают вот в этой части. Но вот именно внедрение этих принципов, ну, не очень быстро идет. Хотелось бы, конечно, быстрее. Только вот заболевание Таиры продолжит прогрессировать. Для замедления ее развития девушке необходимы ЛФК, массажи и другие выездные мероприятия. А еще нужны деньги, но и это желание ей недоступно. Сегодня доход Таиры – это пенсия по инвалидности. Всего 38 тысяч. На 30 она снимает квартиру. На 8 обеспечивает себя и дочь-подростка. Саргалана Неустроева, Джоустан Иннокентьев, Якутск. К другим темам. В Якутии прошел региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства, где около 300 работодателей представили более 5000 вакансий. В настоящее время востребованы высококвалифицированные рабочие кадры в сферах энергетики, промышленности, строительства, дорожного хозяйства, а также образования, здравоохранения и органах внутренних дел. На мероприятии специалисты рассказывают об условиях труда и социальных гарантиях. Более того, в рамках ярмарки организован фестиваль профессий и мастер-классы. Так, к примеру, и в Нерюнгре также проходит всероссийская ярмарка вакансий. Мероприятие привлекло сотни соискателей и объединило более 20 работодателей. Подробности в сюжете далее. Ярмарка развернулась в центре занятости города Нерюнгри. Работодатели из самых разных отраслей, от горнодобывающей промышленности и строительства до сферы услуг и торговли, представили более 800 актуальных вакансий. Сегодня проходит всероссийская ярмарка трудоустройства «Время возможностей». Проходит она уже 4-й год в 2 этапа. Это уникальное событие, где работодатели и соискатели встречаются вместе. Работодатели, более 20 работодателей сегодня находятся в одном месте, где соискатель может задать любые вопросы, пройти собеседование и даже получить возможность на трудоустройство уже завтра, приглашение на работу. Представители компании общались с посетителями лично, рассказывали о требованиях кандидатам, условиях труда и перспективах карьерного роста. Такие ярмарки создают прямую связь между соискателями и компаниями, экономят время и повышают шансы на успешное трудоустройство. Побывал в «Газпроме», побывал, там побывал. Молодцы, собрали город для людей во благо. Для людей, чисто не бегаючи, не ездячи по всем организациям, в одном месте можно взять информацию и найти работу каждому. Особое внимание на ярмарке также уделили школьникам. Для них организовали отдельную зону профориентации, фестиваль профессий с интерактивами и мастер-классами от профессионалов разных специальностей и представителей колледжей. Мне очень понравилась Росгвардия, потому что я уже с детства смотрю, увлекаюсь этим всем, интересуюсь. И мне очень нравятся все эти направления. То есть направление МВД, Росгвардия. В медицине я попробовала ставить уколы, то есть внутривенные. Пробовала делать различные перевязки.
Вот, держала в руках различные пистолеты. Все в этом. Сегодня я попробовала все. И ставить уколы, и делать перевязки, и мерить давление. Также я попробовала стрелять. Также одевала костюмы разные. Вот. Это все очень весело. Мне очень понравилось. На всероссийской ярмарке вакансий в очередной раз отмечается высокая вовлеченность работодателей и позитивный отклик участников. У нас даже имеется единый консультационный центр, где можно задать все вопросы, интересующие жизненной ситуации. То есть у нас и управление социальной защитой, и Всероссийское общество инвалидов, и управление Федеральной службы исполнения наказаний. То есть даже мои документы, то есть можно задать вопросы сразу в одном центре. Мероприятие подтвердило свою полезность как эффективный инструмент трудоустройства и профориентации. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Подведены итоги первой пятилетки декады здоровья. С 2021 года в республике возвели свыше сотни медицинских объектов, в том числе новое здание кардиососудистого центра и онкодиспансера. О итогах в сфере медицины, о запуске нового проекта в сюжете далее. В 2021 году Айсен Николаев поставил цель – за 10 лет повысить среднюю продолжительность жизни якутян. Сейчас регион занимает лидирующую позицию на Дальнем Востоке и входит в число лучших в России. За 5 лет в регионе снизилась детская смертность до рекордных 2,3 промилле на 1000 детей. Сегодня все эти мероприятия, начиная от строительства новых объектов здравоохранения, подготовки квалифицированных кадров, закрепления медицинских кадров, особенно на наших малых учреждениях здравоохранения в отдаленных населенных пунктах, нацелены на достижение главной цели, которая определена стратегическим указом Айсена Сергеевича о развитии здравоохранения. Это достижение средней ожидаемой продолжительности жизни якутян в 80 лет к 2029 году. Будущее за технологиями. Беспилотники встали на стражу здоровья. Якутия стала первым регионом, запустившим доставку лекарств с помощью дронов. Они также смогут транспортировать биоматериалы для анализа в больницу. Инновационный проект МедБПЛА призван оптимизировать рутинные процессы и повысить уровень медицинских услуг. Пилотным маршрутом был выбран промежуток между Актюмским фельдшерским пунктом до Хангаласской районной больницы. Это доставка биоматериалов при помощи дронов вертикального взлета типа «Ласточки». Мы данный запуск произвели с села Актемцы с ФАПа до Центральной районной больницы города Покровска. Данный проект является большим шагом в применении беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. Да? И мы намерены в будущем тиражировать данный проект на населенных пунктах, в районах республики. Я уверен, что это поможет нам усилить развитие экономики и доступности услуг для нашего населения. Дрон выглядит как маленький самолет, но несмотря на свои размеры, он открывает новые горизонты перед медициной и предоставляет большие возможности для будущих свершений. У меня в руке находится контейнер, в нем заложен биологический материал. Это от больных, который сейчас будет заложен в дрон, и он полетит в город Покровск, в клиническую лабораторию для исследования. И эта оперативность позволит с помощью дрона быстро поставить диагноз пациенту. Взлет разрешаю. Перед маленьким самолетиком стояла задача – преодолеть расстояние между Актюмцами и Покровском за минимальное время. К слову, путь на машине занял бы более получаса. В свою очередь, беспилотник доставил анализы за 20 минут. Сегодня состоялся первый запуск беспилотной авиационной системы по доставке биоматериалов. Материал пришел в целости и сохранности, мы получили из Актюмской ЦРБ.
Доставка биоматериалов и лекарств между поселениями в будущем станут не фантастикой, а реальностью. Я считаю, что это все закономерно. Мы должны идти и дальше. И вообще вот именно цифровизация, именно широкое внедрение искусственного интеллекта – это та основа, которая нам поможет вот наше расстояние, наши проблемы с транспортом преодолевать и максимально все-таки вот и негативный эффект от них нивелировать. Наоборот, мы каким-то образом должны с помощью искусственного интеллекта, с помощью современных цифровых технологий. Будущая пятилетка ставит новые задачи. За эти годы Якутия планирует достичь планки ожидаемой продолжительности жизни 80 лет, снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических болезней. Ожидается строительство 9 новых и модернизация одного старого объекта здравоохранения. Вероника Торская, Артем Наговицын, Якутск. Закрыть больничный лист можно без очередей и долгих звонков. Сделать это очень просто через чат-бот в приложении «Макс». Пациент проходит авторизацию, указывает свои данные, выбирает специалиста и записывается в любое удобное время. После подтверждения записи придет уведомление с подробностями о предстоящем онлайн-приеме. Важно в назначенное время перейти по ссылке, которую направляет бот. Иначе врач не сможет подключиться на звонок. При отсутствии медицинских противопоказаний электронный листок нетрудоспособности закрывают в удаленном формате. Сегодня жители республики уже активно пользуются данной онлайн-услугой. 7 по лавкам в Якутске осудили 34-летнего мужчину, который по установленной информации прописал у себя дома свыше сотни иностранных граждан. Еще с 7 мигрантами он заключил трудовой договор. С подробностями дела ознакомилась и наша съемочная группа. В 2021 году приехавший на заработки в Якутию 29-летний мужчина получил российское гражданство как носитель русского языка. В республике он обзавелся домом и, видимо, по доброте душевной тут же прописал в нем соотечественников. 3000, 5000. Квартира? Да. Деньги не даем. А за счет чего живете? Родственники, что ли? Все родственники? Да, почти. Ну как почти? У вас тут 60 человек бывает, все родственники. Главное, что места хватает всем. Только в одном доме, а их на участке 2, расположено сразу несколько комнат. А вот еще одно жилое помещение для родственников обвиняемого. И судя по количеству кроватей в каждой из комнат, семья у него большая. Так, выходец из Центральной Азии регистрировал трудовых мигрантов по адресу своего домовладения, расположенного в городе Якутске. За денежное вознаграждение заключал с ними фиктивные трудовые договоры, что позволяло иностранцам легализовать пребывание на территории России. Всего осужденный прописал у себя свыше 100 человек, как говорится, в тесноте и в откровенно антисанитарных условиях, да не в обиде. Правда, здесь же хозяин заведения готовил лепешки и мясо, а продукцию сбывал в кафе неподалеку ничего не подозревающим горожанам. К слову, свое ИП мужчина не регистрировал, а ведь это был даже не единственный доход мигранта. Также организовал в своем частном доме нелегальную гостиницу с молельной комнатой, в которой его родной брат, гражданин иностранного государства, проповедовал радикальный ислам и религиозную нетерпимость. В результате последний выдворен в страну исхода с закрытием въезда на 7 лет. А первого лишили гражданства и поместили в изолятор временного содержания. Здесь, в России, он будет отбывать срок. Делами осужденного заинтересовалась и налоговая. Все-таки за последние несколько лет мужчина нелегально заработал больше 10 миллионов рублей. Сарглана Неустроева, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Для решения проблемы дефицита кадров руководство Алданской ЦРБ использует госпрограммы и целевое обучение выпускников. Благодаря этим мерам в район по собственному желанию переехала семья врачей из Бурятии, офтальмолог и дерматовенеролог. Специалисты успешно трудоустроились и поделились положительными впечатлениями от работы в Якутии. Профилактические осмотры у врача-дерматовенеролога Жалсана Цинги-Гармаева завершились. Сейчас специалист готовится к приему амбулаторных пациентов. В кожвендиспансере Алданской ЦРБ Жалсан Булатович работает с 2025 года. Он с семьей приехал в Якутию из Бурятии. О принятом решении супруги не пожалели. Приняли нас хорошо, замечательно. Все объяснили наши обязанности. Также нам повезло, мы попали в программу Дом РФ, нам выделили квартиру. Нас все устраивает, все здесь замечательно.
Супруга Жалсана Булатовича Мария Альбертовна – врач-офтальмолог. Проверка зрения и осмотр глазного дна, корректировка назначенного ранее лечения, оценка состояния, прием диспансерных больных. Работы у Марии Альбертовны много. Впечатления положительные, оборудование здесь очень хорошее. То есть я очень была удивлена, что здесь есть оптический когерентный томограф, то есть и оборудование вот у нас фароптер стоит. Ну, очень здорово, очень удобно, комфортно здесь работать. Стоит отметить, что вопрос о необходимости врача-офтальмолога в Алданской ЦРБ имел место длительное время. Прием детей и подростков ведет детский специалист. Помощь взрослым пациентам оказывали врачи Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Напомним, ее филиал был образован на базе Алданской ЦРБ 5 лет назад. С прибытием Марии Альбертовны офтальмологическая помощь стала более доступной. Конечно, хорошо, конечно. У меня вот так вообще, я считаю, у них на учете делала катаракту на один глаз, на другой глаз делала. И сюда прихожу. Теперь каждые полгода прихожу, проверяю зрение. Они сами говорят, что через полгода надо проверяться. Вот хожу. В коллектив вновь прибывшие сотрудники влились легко. Профессиональные задачи Мария Альбертовна и Жалсан Булатович Цингигармаевы выполняют в полном объеме, показывая себя ответственными и компетентными. Отзывы, конечно, только положительные. Доктора показывают себя с хорошей стороны, да, то есть они ответственные специалисты, всегда идут навстречу пациентам, не отказывают медицинской помощи. Это касается не только плановой медицинской помощи, да, то есть пациенты, которые записаны на прием, но в том числе и экстренная медицинская помощь, то есть внеплановые пациенты, которые направлены либо с приемного покоя, либо обращаются непосредственно в нашу регистратуру. Подход к решению кадровой проблемы остается разноплановым. Руководство Алданской ЦРБ задействует различные механизмы по привлечению в район специалистов. В целях недопущения дефицита сотрудников в будущем обширная работа ведется с молодежью. Выпускники школ могут получить медицинское образование по линии целевой подготовки с гарантией трудоустройства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Выбор имеет значение. На следующей неделе стартует всероссийское голосование за лучшие проекты благоустройства. В этом году от республики участвуют больше 70 объектов в 35 муниципалитетах. В одном только Якутске предлагают обновить сразу 9 мест. Это общественные пространства, скверы и набережные. Голосование проходит в онлайн-формате. Для участия достаточно иметь учетную запись на госуслугах. Выбрать можно не один, а сразу несколько проектов. При этом не обязательно находиться на территории Якутии. В рамках национального проекта «Инфраструктуры для жизни» ежегодно мы участвуем во всероссийском голосовании. Буквально с этого года это обязательное условие для участия в национальном проекте «Комфортная городская среда». Последние 3 года мы уже набрали более 300 тысяч голосов жителей. Это жители, которые хотят участвовать в развитии своих территорий и, конечно же, через свои пожелания они определяют территории, которые необходимо благоустроить. И, конечно же, участвуют уже в рамках реализации. Такая возможность поучаствовать и получить определенный ожидаемый результат. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. История длиной в век. Почетный знак долгожителя вручили уроженке Алекминского района Розе Поповой. Ее столетнюю историю узнаем в нашем следующем сюжете.
Поздравления в этот день звучали на самом высоком уровне. Министр труда и социального развития республики Елена Волкова лично передала юбилярше телеграмму от Владимира Путина и почетный знак ЮСАС от главы государства республики Айсена Николаева. К этому знаку прилагается выплата в размере 1 миллиона рублей, которую сегодня вручили имениннице. Ценность награды ЮСАС – это наша благодарность нашему старшему поколению за их подвиг, за их вклад в наше общее развитие истории нашей республики. И мы желаем, чтобы каждый житель нашей республики достиг предела 100 лет. Роза Петровна родилась в 1926 году в Алекминском районе в селе Второй Нерюктяй. Но война принесла в ее жизнь суровые испытания. Гибель отца на фронте и потерю матери в победном 45-м. Несмотря на трудности военных лет, она окончила физико-математический факультет и стала учителем математики в Первом Нерюктяе. Благодаря своим лидерским качествам она прошла путь до заместителя председателя Алекминского райисполкома. Самое главное, почему я, например, живу так долго, потому что я всегда чувствую, надо что-то делать. Это делать. Вот. Поэтому я не думаю, как бы полежать побольше. Я хочу, чтобы у вас жизнь была интересной и плодотворной, чтобы жилось весело и в то же время трудились хорошо. Долгожительница вырастила 3 дочерей. Все они получили образование в центральных вузах страны и вернулись работать в республику. Сейчас ее главная гордость – это большая семья, включая 5 внуков и 4 правнуков, которые заботятся о ней и дарят тепло. Я ее очень поздравляю, очень люблю. Я считаю, что дожить до 100 лет – это очень большой подвиг. Она очень добрая, хорошая, очень начитанная, умная. На сегодняшний день в Якутии проживает 21 человек, перешагнувший свой вековой порог. И каждый такой юбилей – это гордость не только для семьи, но и для всей республики. София Мельникова, Станислав Потапов, Якутск. Здорово. Прекрасный подарок ценителям балета. В Якутске открывается 12-й Всероссийский фестиваль «Стерх». На одной сцене премьеры Мариинки и Большого театров, ведущие солисты из Краснодара, Казани, Уфы, Улан-Удэ, Новосибирска и Якутска. Звезды уже прибыли в столицу. Вместе с мастерами выступят и будущие артисты, учащиеся Якутской балетной школы. В программе «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Спартак» и «Гала-концерт». Все спектакли в сопровождении симфонического оркестра театра. Сам фестиваль посвящен хореографу-постановщику, народному артисту Советского Союза, академику Юрию Григоровичу. Первое слово я прошу. Я как режиссер и главный балетмейстер постаралась привести такие номера, как из балета «Собор», «Парижская Богоматерь», «Кармен Сюита». И это разные хореографы, которых, конечно же, в нашем репертуаре нет. С большим удовольствием приехал сюда и думаю, что получу большое удовольствие. Посмотрю спектакли и посмотрю «Ромео и Джульетту». Успехов желаю фестивалю, ну и славному городу Якутску. Спасибо. Чтобы у вас была хорошая погода. Ну а между тем в Ленском районе идет подготовка к первому региональному фестивалю культуры и дружбы «Объединяя мир». Праздничные мероприятия пройдут 11 и 12 июня и будут приурочены ко Дню России, а главной темой станет единение народов. В рамках празднования запланированы презентации подворий национальных общин и дегустация традиционных блюд. Такой фестиваль у нас в Ленском районе пройдет впервые. Мы предполагаем пригласить наши ближайшие соседние районы. Это Мирнинский район, Сунтарский район, Алекминский район. Конечно, очень надеемся, что они приедут к нам в гости. Программа очень насыщенная. В программе включено многоборье для мужчин села предков, конкурс-фестиваль «Танцы народов мира». Также традиционно пройдет межнациональный конкурс красоты и таланта «Этнокраса-2026», соревнования для детей «Быстрый куб», ну и выставка-продажа декоративно-прикладного искусства.
ДНК клинка. Именно под таким названием в Национальном художественном музее в Якутии открылась выставка, представляющая нож как емкий образ, объединяющий технологию, культуру и авторскую идею в одном изделии. В экспозиции представлены работы сразу двух мастеров – Жикжита Баяхсапанова из Бурятии и Романа Петрова из Якутии. Подробности далее. С первого взгляда эти работы воспринимаются как привычный предмет – нож. Но при более внимательном взгляде становится понятно – каждый клинок здесь – это не предмет быта, а литературный образ. В творчестве Жикжита Баяхсапанова клинок уже не инструмент, а авторская композиция, где форма и дизайн работают как единое художественное высказывание. У меня преобладает стальной цвет, цвет серебра, полированной стали, холодного мрамора. Показываю как раз наши бурятские традиционные мотивы, где есть и преемственность поколений от отца к сыну. И, конечно же, коллекция анималистики. Все-таки животные – это, так как мы, кочевники, восхищаемся всеми животными. И у меня целая коллекция равновесия, где я показываю характер, наверное, и харизму разных животных. Совсем иначе с материалом работает якутский мастер Роман Петров. В его подходе важны не только форма, но и сам материал. Северный характер, опыт охотника и костореза, глубокая связь с природными материалами отражены в его работах. В моих работах, особенно в кости, я использую в основном корочку, фактуру этой самой кости. Вот, допустим, рог, он сам по себе очень красив. Природа создала такой материал, который просто нужно использовать эту красоту, использовать эти линии и каким-то образом воплотить в это свои изделия. В некоторых работах я использовал такие редкие материалы. Это лава из Исландии и обсидиан, это вулканическое стекло. Выставка дает зрителю возможность стать свидетелем диалога двух культур – якутской и бурятской. Несмотря на то, что они используют два разных подхода к искусству оружия, схожесть все же есть. Как оказалось, здесь очень много параллелей, много схожего. Но в первую очередь это такой вот мужской, наверное, дух клинка. И оба мастера утилитарный предмет показывают как искусство. Выставка ДНК клинка откроется 17 апреля и будет работать до 14 июня в Национальном художественном музее Якутии. Это возможность увидеть, как один и тот же предмет в руках разных мастеров превращается в совершенно разные истории. Таяна Федорова, Артем Наговицын, Якутск. Спорт – лучшая реабилитация. Проект мужества Фонда «Защитники Отечества» и Центра адаптивной физической культуры помогает ветеранам СВО вернуться к полноценной жизни. Сегодня своими спортивными историями с бойцами поделились паралимпийцы Степанида Артахинова и Алена Дмитриева. Для ветеранов также провели мастер-классы по армрестлингу, пауэрлифтингу и волейболу сидя. Проект, вовлекающий в спорт, стартовал в 2023 году. Его первые участники уже показывают успехи на соревнованиях и республиканского, и российского уровней. В спорт я пришел на мастер-классе. Вот Степанида показывала мастер-класс по стрельбе из лука. Заинтересовался, решил заниматься. Закаляет характер, конечно же, сила, выносливость, здоровье, социализация, что немаловажно, например. И, я думаю, самореализация. Каждый может найти свой вид спорта, который ему будет по душе, и там достигать, ставить определенные цели и достигать их. В Якутске выявили самых метких ветеранов управления МВД по республике. Соревнования посвятили 35-летию ветеранского движения МВД России, а также памяти подполковника полиции Анатолия Генерова. Подробности в сюжете далее. Более 60 ветеранов МВД, мужчины и женщины со всей республики, заявились, чтобы побороться за звание лучшего стрелка. Первенство проходило в 3 возрастных категориях – среди ветеранов до 50, до 60 и старше 70 лет. Это уже у нас четвертое мероприятие получается спортивное. И с каждым годом участников все больше и больше становится. Будет проходить следующим образом: 3 пробных выстрела, потом 5 зачетных выстрела сидя и 5 зачетных выстрелов стоя.
Ну и получается, значит, 10 зачетных выстрелов, и, соответственно, значит, будем определять уже результаты. Для ветеранов это первенство стало возможностью не только посостязаться и проверить меткость, но и встретить своих старых коллег и вспомнить былые времена службы. Я прослужил 20 лет льготно. Я сам постоянно участвую, хотя не занимал призовых мест, но все-таки есть желание такое. Вот это одно из мероприятий, которое сплачивает ветеранов, которые они встречаются, тут мнение свое высказывают, общаются. Это тоже очень даже нужное дело. Традиционные соревнования в этом году были посвящены памяти подполковника полиции Анатолия Генерова, который возглавлял Совет ветеранов с 2013 по 2017 годы. Это очень энергичный, умный, образованный и талантливый руководитель. Все сейчас его помнят как такого хорошего руководителя. И что отрадно, еще он работал именно у нас в городском отделе, тогда назывался Ярославский городской отдел, начальником. Это в начале 80-х годов. В Якутске насчитывается порядка 3000 ветеранов структур МВД, которых объединяет данный совет. Помимо участия в подобных мероприятиях, они продолжают делиться опытом с молодыми сотрудниками и приучать молодежь к патриотизму. Тимур Калмогоров, Иван Сорокаумов, Якутск. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.